Я сегодня уже говорил о нашем видном предпринимателе с Москвы для ВРРА Аблямитов. Для ВРРА очень разносторонний предприниматель, то есть, казалось бы, абсолютно разные сферы, там шоу-бизнес, экспорт, но самое главное, вот генеральная линия всех его направлений, где бы он ни был, у него один принцип – number one. И он это делает не в крымских условиях, а в условиях Москвы. Поэтому это достойно уважения. Я приглашаю для ВРРА. Ассаламу алейкум. Добрый день всем. Я очень рад находиться здесь. Но я к своему выступлению не готовился, но Мухаммед Али, я приехал специально поддержать и показать, что это мероприятие важно для нашего народа. И все, что объединяет, то дает развитие. Поэтому все, что развивает наш народ, то мы и поддерживаем, и нужно поддерживать. Поэтому большое спасибо организаторам за такое мероприятие. Вот, если теперь про нашу компанию рассказать. Ну, что про нашу компанию можно сказать? Конечно, мы всегда были амбициозны. А первое я скажу, у нашей компании девиз очень простой. Невозможное – возможно. Все. Он был сформирован в 1994 году и висел в Олимпийском в Лужниках, где проходило больше 100 тысяч человек на каждом мероприятии. А потом оно случайно оказалось, когда на троллейбусах спустя лет 10 у одних известных компаний, то есть мы живем под вот таким лозунгом. Миссия у нас простая, вместе к лучшему, то есть объединение вместе к лучшему. Теперь, что представляет наша компания? Ну, во-первых, ей 30 лет в этом году, то есть она пережила все кризисы. Это группа компаний, которой сейчас управляет управляющая компания, и под которой есть разные бизнесы. Причем здесь вот многие говорили, что надо любить свое дело. Без любви мы ничего не делали. И, собственно говоря, вопрос такой стратегический, да? Бизнес для жизни или жизнь для бизнеса? Поэтому я не в прямом смысле бизнесмен. То есть бизнес, как считают, $3 больше, чем 2, выбираем 3. Нет. То есть на самом деле бизнес для жизни. И поэтому, когда я приехал в Москву в свое время, да, то есть понятно, что очень родители заложили любовь к своему народу, любовь к Крыму. И я очень хотел, чтобы мои дети, когда выросли, ощущали себя крымскими татарами. Вот. И 51 человека я привез, когда был студентом. Снимал одновременно 7 квартир в Москве. Вот. И очень много людей потом оказалось в Москве, очень многие бизнесмены появились в результате этого. То есть это о принципах. Но также была у нас традиция ежегодно, то есть независимо ни от какой ситуации, мы проводили в компании, всегда был крымско-татарский блок вечер, крымско-татарский вечер. В результате из этого вечера родился большой крымско-татарский вечер, и у нас появился большой продюсерский центр, который занимается мероприятиями. И вот одно из них сейчас на экране. То есть это мероприятие, это водное шоу, которое проходило в спорткомплексе «Олимпийский» с огромным успехом. Я хочу продемонстрировать. Это одно из наших направлений. Pirates and Ghost Ship Circus Water Show for adults and children. 100 best artists on stage, in the water and in the air. All tricks and acts are performed by masters of sports and professionals of the highest class. Over 150 authors' costumes. World's first unique number in which 3 flyboardists participate simultaneously. Fascinating circus acts. Large and beautiful scenery. Pool length not less than 25 meters and a depth of at least 2 meters. The show was seen by over 280,000 spectators. 97% enthusiastic and positive feedback. Вот. Музыка, декорации, все это, вот все разработка компании Deliver.
Вот. Также хочу, про экспорт тут сказали. Вот. Одно из направлений у нас экспортное направление. Наша компания занимается экспортом серьезно. То есть, и она занимала, я думаю, уже продвинулась 73 место из 750 тысяч компаний по России. То есть работаем больше 40 стран мира, больше 650 поставщиков. И, собственно говоря, это Америка, Канада, Германия, не знаю, Япония, куда только мы, республики СНГ. Это другое направление. Следующее направление у нас технологическое. У нас есть такое направление Deliver Technology. Это разработка программных продуктов для театров. Но я просто хочу обозначить, какие площадки на них работают. Это Международный дом музыки. То есть, чтобы было понятно, Международный дом музыки на сегодняшний день это 4 зала. То есть, когда было 3 зала, это 950 мероприятий в год у него проходит. И это цирк Никулина, это театр «Современник», это МХТ Чехова, это Терезы Дуровой, это театр Волкова в Ярославле, это в Хабаровский театр. Это, я не знаю, то есть я могу перечислять очень долго, то есть мы работаем широко по стране, и то есть, собственно, наши партнеры, начиная от Яндекса, Сбербанка, то есть они все билетную массу получают через нас от этих театров. Да? Вот. Другое направление – это производство новогодних подарков. И здесь мы могли бы посотрудничать с местными художниками в разработке подарков. Вот, допустим, мы работаем с Никосом Сафроновым, то есть у нас совместные разработки есть подарков. Но кто наши потребители? Ну, это сеть «Магнит», например. Это крупнейшая, сеть «Кораблик». Это крупнейшие елки нашей страны. Олимпийские, которые сейчас снесли, да, это начиная и цирк Никулина, и дворец Винера Усмановой гимнастики. Собственно, все крупнейшие площадки, то есть мы поставляем новогодние подарки. У нас есть еще направление по билетам театральным. Также есть направление туристическое, то есть мы занимаемся туризмом. И наши клиенты, да, такие как Росатом, например, Почта России. В общем, как-то вот так. Если коротко про нашу компанию. Теперь совет молодым бизнесменам. Не надо думать, что там большие компании, то есть большие компании очень быстро могут поломаться. Самое главное – это дерзкие идеи, потому что большое дерево, оно рождается из маленькой косточки. Вот. Второе, целью должны быть не деньги, а дело. Потому что деньги, это как хвост от собаки. Когда ты за ним бежишь, он все время от тебя убегает. Ты всегда рядом, никогда не догонишь. Когда же ты делаешь дело, и хорошо, ты лучше, он всегда бежит за тобой, ты отбиваешься и отбиться не можешь. Вот, чтобы было понятно. Да. Да. Один вопрос. Да. Вот вы приехали в Москву 30 или сколько-то там лет назад. Да. С чего вы начали? Первый ваш бизнес? Первый мой бизнес. Это отдельная история, но она будет смешная. Она реально, ситуация смешная, но я в первый день приезда в Москву заработал 550 рублей. По тем временам это были бешеные деньги. То есть я когда приехал, к вечеру уже я столько денег заработал. Поэтому... Большого. Çok sağ olunuz для Верага. Есть вопросы? У меня такой вопрос для Верага. Масштаб вашего бизнеса впечатляет. И вот вы говорили о том, что для вас, родители ваши привили вам любовь к своему народу, к своей земле. Наверняка вам знакомо такое словосочетание «социально ответственный бизнес». Наверняка ваш бизнес тоже несет какую-то социальную ответственность, может быть, в рамках того региона, где вы живете, или в Крыму. Вот есть ли такие проекты? Мы оказываем огромное количество поддержки разным организациям, просто перечислять, то есть это можно бесконечно, но начиная от патриарха Кирилла, допустим, да, там Спивакова, фонда Хабенского и очень многих разных домов. Но я единственное, что хочу сказать. У нас была ситуация по водному шоу в Олимпийском. И там выступили с предложением. Я хотел как-то познакомиться поближе с представителями водных видов спорта. И им предложил билеты на шоу, там, половину зала примерно. И когда с Покровской, герой России, то есть известный тренер, она сказала: да, давайте сделаем не так. Давайте вы продадите билеты, и эти деньги мы направим в фонд Хабенского. Я говорю, хорошо, но у меня, говорю, есть только одно условие.
Какое? Когда мы будем вручать вот этот сертификат, будет звучать Бахчисарайская Хайтарма. Вот в Олимпийском звучала Бахчисарайская Хайтарма, когда вручали. Вот. Сағ болыңыз,